Всем ассаламу алейкум. Сегодня я хотел бы затронуть тему, которая постоянно муссируется среди уйгуров, да и не только среди уйгуров, и среди других соседних народов, о том, почему у уйгуров не сохранилась государственность. И среди уйгуров есть такие достаточно широко как бы принимаемые обоснования в том плане, что говорят, что если бы, допустим, там, в 1933 году или в 1949 году уйгуры не назвали свои государства Восточный Туркестан, а назвали Уйгурстан, то в этом случае уйгурское государство сохранилось бы. Ну, это, скажем так, наивное как бы понимание, да, там, или предположение, скажем так. На самом деле, на мой взгляд, все-таки в то время безграмотность, скажем прямо, политических деятелей Восточного Туркестана, она и привела к тому, что приняли неправильные, скажем так, не заявили о необходимости определенного политического строя, да, скажем, государства, и, соответственно, не понимали, что, находясь между двумя коммунистическими режимами, да, между Советским Союзом и Китайской Народной Республикой, оставаться формой правления там исламской или, скажем, допустим, какой-то еще другой, да, то есть было неправильно, то есть не советское руководство Сталин, не китайское руководство Мао Цзэдун, они не потерпели, и так оно и произошло, в общем-то, что уйгуры стали формировать свое государство, не заявив о том, что они будут строить Советскую Социалистическую Республику. То есть вы сами понимаете, я думаю, что когда еще идеи Коминтерна, да, то есть экспансии, революции, социалистической революции на весь мир, они были еще достаточно сильны, и, соответственно, когда Япония, скажем так, еще владела Китаем, да, то есть, который она захватила еще ранее, вот, и правитель Китая, то есть, по большому счету, он был удобен японцам, потому что он не мог ничего сделать, и Советскому Союзу, в общем-то, совершенно было как бы недопустимо, чтобы такая мощная большая страна, как Китай, оставались под влиянием империалистов, да? То есть Советский Союз выиграл войну, он свое влияние распространил на всю Европу, значит, ну не на всю, но на часть Европы, во всяком случае, были образованы страны социалистического лагеря, были достаточно сильные потуги в распространении, в экспансии революции и там на африканский континент, и на Малую Азию. То есть вы сами понимаете, в те времена были достаточно мощные такие процессы, когда Советский Союз, имея достаточно мощное, сильное влияние, мог производить экспансию революции, то есть социалистического образа жизни на весь мир. И, конечно же, как вы понимаете, я еще раз повторяюсь, Сталин не мог допустить, чтобы Китай оставался под имперским влиянием.
И, конечно же, он тогда, значит, оказал всемирную поддержку Мао Цзэдуну в том, чтобы тот захватил власть в Китае, создал Народную освободительную армию Китая, потому что вы сами понимаете, что эта армия китайская, она была полностью обеспечена советским вооружением. Когда изгоняли японцев, то есть это не то, что Мао Цзэдун изгонял, там, и как-то китайцы там воевали усиленно и победили японцев. Нет, это советские войска вошли в Китай, вплоть они встали, скажем, под стенами Пекина, то есть там буквально вот на расстоянии одного марша, и они были готовы захватить Пекин, да, то есть они не то, что были готовы, то есть таких целей не было, но если бы была такая необходимость, то они бы это сделали. То есть, по сути, в то время Советский Союз мог просто спокойно присоединить Китай к себе. Вот. Но так как у Сталина были свои, скажем, наметки, да, то есть образовать социалистический Китай, вот, он это сделал. То есть он поставил Мао Цзэдуна, вооружил его, изгнали японцев, стали строить социалистическую страну с коммунистическим режимом вот, в Китае. Ну и, конечно, уйгуры со своим небольшим государством, Восточный Туркестан, они оказались между двух стран социалистического толка. И это было, конечно, глубочайшей ошибкой, что уйгуры тогда не заявили о том, что они будут строить и двигаться в сторону развития социализма, построения и развития социализма. Не имеет значения, как была бы названа эта республика, то есть это было бы или Восточный Туркестан, или это был Уйгурстан. Главное, что там должно было быть четко обозначено, что это республика, которая строит социализм. Вот. Если бы уйгуры это заявили, то тогда бы и Сталин оставил бы в покое уйгуров, да, и Мао Цзэдуну, в общем-то, не дал бы захватить уйгуров, да, Уйгурстан. Вот. Когда там родственные народы заявляют, стуча себя в грудь, что вот мы добились независимости, а вы вот не добились, да, то есть не смогли. Ну, скажем так, да, то есть я за них очень рад, за узбеков, казахов, кыргызов, там, других там тюркские народы, которые обрели свою независимость. Но давайте честно признаемся, что эта независимость им досталась в силу того, что в свое время когда-то царская Россия, она их захватила, поработила, вот, и потом образовался Советский Союз, и Советский Союз, в общем-то, стал строить во всем этом Советском Союзе, во всех этих республиках, национальных республиках, социализм. Вот. И, конечно же, эти республики, они не уничтожались, да, то есть были, конечно, там перекосы, не без этого, да, и были, скажем, несправедливости много, и давления, и в том числе и уничтожение там интеллигенции, там главных умов. Вот. Но тем не менее, эти республики, они вот в этом составе сохранились. Вот. Ленин в свое время сделал так, чтобы эти республики были разделены, потому что все-таки, если заглянуть назад в историю, то был единый Туркестан. Единый Туркестан, и там не было деления на Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, там, Таджикистан там, и Уйгурстан. То есть это была единая территория. Вот. Но когда образовался Советский Союз, произошло разделение на
Западный Туркестан, куда вошли Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан, Таджикистан, там, вот, и Восточный Туркестан, где остались уйгуры. Вот, поэтому, когда Ленин решил разделить эти народы, и создав искусственно, скажем, те государства, которые на самом деле они были в несколько ином виде, скажем так, да, это были все-таки ханства или же там какие-то территории, которые, ну, скажем, были под властью, да, этих народов. Но вот как таковых вот именно государственных образований, да, вот что это государство там Узбекистан, да, такого не было, там Кыргызстан не было. Вот. И Ленин разделив, то есть он разделил наши тюркские народы для большей управляемости, для как бы возможности влияния и, скажем, наверное, и разделения сплоченности этих народов, да, почему? Потому что тюрки, они были еще и в Российской Федерации, да, там татары, башкиры, там и многие другие. То есть ему надо было их разделить и сделать так, чтобы они подчинялись. Он это сделал. Разделил, образовались эти республики. Сейчас эти республики между собой независимые, но говорить о том, что они могут когда-то быть едиными, достаточно сложно. На самом деле, наверное, уже никогда не будет. Вот. Но тем не менее, вот именно благодаря тому, что царская Россия в свое время захватила эти республики, эти народы, образовала эти республики, уже Советский Союз, да, то есть большевики. И после этого, когда Советский Союз развалился, то эти народы получили свою государственную независимость как бы автоматически, да. Вот. То есть никто их силой удерживать в границах СССР уже не собирался и не думал. У уйгуров, к сожалению, так не получилось. То есть уйгуры изначально пытались построить свое независимое государство от Советского Союза и от Китая, но при этом не заявив, что они будут строить развитой социализм. В результате они поплатились, и Сталин просто взял уйгуров и сдал Мао Цзэдуну для того, чтобы под боком у Советского Союза не было какого-то государства, которое, скажем, строит непонятно там какой-то политический строй, да, то есть не социалистический, скажем так. Вот. Именно поэтому уйгуры и лишились своей государственности. Спасибо за внимание. На сегодня на этом все.